Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал и смотрите мое видео, за вашу невероятную теплую поддержку комментариями и лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня предлагаю вам отсыпочку на такую тему. Перемены, которые уже начинаются в вашей жизни, что уже начинает меняться. Может быть, вы это ощущаете, может быть, не замечаете, но это уже происходит, либо начинает происходить. Загадайте, пожалуйста, на себя, на перемены, которые уже происходят, и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Господи, как же это красиво! Смотрите, две рыбки. Ай, чудесно! Чудесно! Слушайте, тут у вас прямо и свинка стоит. Причем свинка с поросенком в руках. Ой, ну давно такого не было. Ну давайте разберемся с этой свинкой. По свинкам, да еще с правой стороны, это отношение, поведение, неуважение, не любовь, не признание. Знаете, вот как абьюз в чистом виде. Ну, свинское поведение и свинское отношение к вам. Причем не одного человека, а двух сразу. Потому что здесь свинка и поросенок в руках. Возможно, эти люди чем-то связаны. Один из них старше, другой младше. Может быть, мать и ребенок, да? Либо отец и ребенок. Но кто-то прям совсем по-свински к вам относился. Не ценил, не уважал. Всячески, вот знаете, как кусали, буцали и обижали. Вот прям плевали на вас. И это было невероятно обидно. Это было невероятно несправедливо. Вы это все терпели, да, потому что вы человек такой открытый, добрый, всепрощающий. Знаете, вот прям в голове не укладывалось, как такое может быть. Ну вот как? А у кого-то еще и отыграется, что это прям совсем, ну, люди как бы близко к вам находятся, да, даже в родстве с вами состоят. Это было просто невыносимо и мучительно. Что уже меняют? Здесь, наконец-таки, до этих свинок начало доходить, что быть свиньей – это нехорошо. И это чревато нехорошими последствиями. Смотрите, буквально вы уже можете это ощущать. Больше уважения к вам, меньше свинства, больше уважения, почета. Про любовь говорить не буду, не у всех. Конечно, это отыграется, там, проявление любви, там, подойти, поцеловать, обнять. Не у всех отыграется, но у кого-то отыграется. И чем дальше, тем будет больше хорошего со стороны этих людей. Вылезут они из этих свинских поросячьих костюмов и опять превратятся в людей. Может быть, какие-то ваши действия, да, которые вы произвели, слова, действия, поступки. Вот что-то стало той отправной точкой, когда эти свинюшки начали задумываться о том, что они неправы. И что если так дальше пойдет, то они вас просто потеряют, да, больше никогда не увидят. Смотрите, свинского отношения к вам в вашей жизни с каждым новым днем будет становиться все меньше и меньше. Здесь явно, да, они собрались уходить, да, снимать свои костюмы, превращаться в людей. Но поверьте, вас это очень порадует. Кто-то уже ощущает, да, что люди так подобрее стали, помягче, полояльнее. Ну а кто-то прям с завтрашнего дня это ощутит. Главное, чтобы вы вели себя так, вот как ведете в сегодняшнем дне. То есть вы какую-то правильную политику выбрали, да, либо тактику действий. Вот пусть так оно и продолжается. Свинству бой, да, мы все люди, поэтому будем вести себя как люди. Все здесь поменяется, мои хорошие, 100%. Свинства не будет, особенно от близких. Дальше якорь у вас вышел, с правой стороны упал якорь. Это тоже очень хороший знак, знак стабильности. Что бы сейчас с вами не происходило, но вы на пути к своей стабильности. Поверьте, может быть, сейчас вы в каком-то шторме находитесь, да, везде вокруг кипиш происходит, но вы
лично, конкретно вы, кто зашел на эту отсыпку, вы на пути к своей стабильности. И ваша ситуация начинает стабилизироваться. Смотрите, ну якорь, он большой и тяжелый. Может быть, под вами очень такая, знаете, серьезная глубина. Ему нужно время, чтобы упасть на дно. Да? Немножечко подождите, уже он полетел с корабля на дно. Дождитесь, стабильность точно у вас будет. Кстати, по якорю еще и ваша психика отыгрывается, да, что вы поспокойнее станете. Здесь однозначно возьмете себя в руки, и все будет хорошо. Так, внизу у вас какой-то червяк, который отползает влево. Просто отползает. Это может быть червяк, это может быть пиявка, это может быть вообще какая-то противная тварь, да, которая вам всячески мешала, паразитировала, питалась вами и вообще безобразно себя вела. Отползает, причем отползает медленно, но конкретно и уверенно в сторону от вас. От вас. И, кстати, вот смотрите, этот якорь падает прям этой, ну, не знаю, пиявки, червяку прям на хвост падает. Да? Придавит, прищемит. Еще и наказание получит этот паразит. Дальше. Здесь у вас женщина двухголовая. Двухголовая, знаете, как этот монстр. Женщина, которая, ну, смотрите, она одной головой вам улыбалась, грубо говоря, да, хорошие и добрые слова говорила, а второй головой в то же время про вас гадости распространяла, сплетничала, завидовала, может быть, даже кого-то против вас настраивала, либо подговаривала. То есть такое двуликий Янус, да. Но двуликий Янус, он был с одной головой, да, а тут все-таки две головы. Но здесь покруче, да, чем двуликий Янус. Смотрите, ну это женщина, вот реально женщина. Вот у этой женщины совсем скоро, либо уже, да, начинает что-то происходить в семье, в доме, в личной жизни. Прям такое, знаете, очень нехорошее начинает происходить. И у нее попросту не останется времени, не то чтобы времени, и желания-то не останется, да, против вас что-то делать. Наоборот, эта женщина начнет к вам обращаться за помощью. Мало того, она еще и вам признается, что это она была виновницей каких-то неприятностей в вашей жизни. Признается с целью попросить у вас прощения. Не знаю, найдете ли вы в себе силы простить. Наверное, все зависит от суммы содеянного, а может быть, ну, конкретно от вашей персоны зависит, насколько вы все-таки готовы, как говорится, понять, простить, принять. Но вот вижу, что прям будет обращаться к вам за помощью и будет такой жалкой, прям слезы на глазах у вас будут наворачиваться. Вы сама во всем признается. И в принципе, смотрите, вот для вас это четкий знак, что вас обижать нельзя. Вот кто на вас, значит, покусится, да, на вашу там свободу, на ваше право, на ваше имущество, на вашу спокойную жизнь, вот тот всегда получит. Причем получит по-крупному. Ну, приблизительно с женщиной это и происходит. Что-то у нее прям совсем там плохое и неприятное. Так, смотрите, здесь на самолете летит к вам какой-то мужчина. Но у одних в прямом смысле слова на самолете прилетит, а у других очень быстро приедет человек. Вот будет казаться, что прям прилетел, по небу прилетел, как птичка. Человек летит, причем летит с чем-то, с какими-то новостями, с какой-то информацией, либо ради какой-то цели. Ну, например, вам нужна помощь. И человек такой: все понял, принято, да, лечу к тебе. Кстати, не один этот человек, с кем-то в компании. Либо этот человек кого-то будет привлекать для того, чтобы вам помочь, либо для вас что-то сделать. Может быть, вы просто кому-то пожаловали, что вот такая ситуация, помочь мне некому. Никто ничем мне не помогает, да, вот сижу, беда-горюшка. И этот человек принял эту информацию к сведению, да, и принял такое решение вот прям бросить все и идти к вам для того, чтобы помогать. Это может быть как знакомый человек, так и малознакомый человек. Что поменяется для вас? Да то, что вам помогать начнут. Вот, начнут помогать и свои, и чужие, как говорится. Потому что, опять же, человек может быть как знакомый, так и малознакомый. Вот насколько человек резко
выдвинется для того, чтобы вам помочь. Вот это, конечно, да. Возможно, в вашей жизни особо вам никто не помогал. Не свои, уж тем более чужие не помогали. А тут на тебе такая красота. Но вы, смотрите, там не скромничаете, от помощи не отказываетесь. Ведь Вселенная все видит и все слышит. Вот так откажетесь раз, откажетесь два. А вот на третий раз уже и предлагать никто не будет. Потому что Вселенная так и запишет. Ей помощь не нужна, она от нее постоянно отказывается. Вот и все. Запомните. Так, еще я вижу, меняется ваш распорядок дня. Больше будете на улице проводить времени. Причем не просто на улице, а вот гуляя, либо куда-то вы будете идти, ехать, может быть. У вас дороги длинные. Вот реально длинные, да? Долго времени в дороге проводите, либо долго времени гуляете. Ходить прям. Больше движения у вас в жизни. Больше намного. Кто-то на работу устроится, да, и утром на работу, вечером с работы. Движения очень много будет. Очень-очень много. Это, кстати, на пользу вам пойдет. Для здоровья, для вашего полезно будет. Так, с правой стороны. Во-первых, что-то начинает расти. Причем с какой-то бешеной скоростью. Сначала вы видите этот рост, думаете, ой, как хорошо. Потом на следующий день, о боже, ничего себе, да, вот прям рост такой вот идет не по дням, а по часам. Нет, в данном случае, наверное, по минутам. Что-то начинает очень быстро двигаться, развиваться, прирастать, увеличиваться. И вы прям в эйфории находитесь, на это все смотрите и глазам своим поверить не можете. У кого-то цветы, может быть, будут расти, у кого-то рассада. У кого-то дела будут так спориться, да, с такой бешеной скоростью. Но в любом случае, это с правой стороны, это очень приятный знак. Так, еще я вижу защиту. Такой, знаете, навес над головой. Защита. Защита от чего-то, от кого-то, да что угодно может быть. Но вы себя комфортнее почувствуете. У вас меньше страхов, меньше переживаний. И даже какая-то уверенность появится. Защита может быть благодаря каким-то решениям, действиям, поступкам и также помощи других людей. Да? Прям кто-то скажет, ничего не бойся, я всегда рядом, буду тебя защищать, я буду тебя оберегать. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему, но это очень хороший знак. Так, у кого-то ситуация будет меняться с работой, именно с работой. Возможно, вы были в поисках работы. Возможно, вы и не искали работу, вы просто только об этом думали. Ну, а кто-то из вас много лет проработал на одном и том же месте. Смотрите, здесь как выбор перед вами станет. Причем здесь две двери. Одна петушок, другая уточка. Ну, петушок – это перспективы карьерного роста. А вот уточка – это, ну, такой, знаете, ну, достаток, обеспеченность. И вы прям будете выбирать, прям дилемма перед вами, куда пойти. Идти туда, где я карьерно вырасту, либо добьюсь там максимального успеха, либо идти вот именно такое тихое, спокойное, как говорится, денежное место. Ну, конечно, вам решать, но вот выбор перед вами станет. Может быть, вы потратили очень много времени на то, чтобы работу найти. Может быть, все ваши попытки сменить работу были бесплодными. Может быть, в принципе, вы... Ну вот сидите и думаете, вот куда я пойду, у меня возраст. Кто уже меня возьмет на работу в моем возрасте, да? Либо у меня вот такое-то образование, а это сейчас не востребовано. Ну, вот прям две двери перед вами, и та открыты. Просто нужно будет сделать выбор. Куда бы ни пошли, все равно не прогадаете и не ошибетесь. Так, венец. Ну, во-первых, в венце буква «Л». Очень большая, и у нее вот хвостик прям в вашу сторону. Это любовь. Это любовь, которая вот-вот придет в вашу жизнь. Любовь, судя по наклону в вашу сторону, будет взаимной. Вот сидите вы и не понимаете, что совсем скоро вы очень влюбитесь. Причем влюбитесь взаимно. Чувство будет доброе и светлое. Будет вас наполнять. Кстати,
Влюбиться можно даже в своего собственного партнера, с которым вы много-много лет. Вот посмотрите на него другими глазами, скажете: ой, какой же ты у меня хороший, да, либо какая же ты у меня хорошая. Либо, например, новый действительно человек вот появится. Сначала просто понравится, а потом не заметите, как и влюбитесь. Ну и, конечно же, и в вас влюбятся. Здесь очень такие теплые, позитивные чувства идут. Так, любовь бывает разной, чтобы вы понимали, не писали мне там в комментариях. Любовь может быть как со страстями безумными, африканскими, так и платоническая. Вот, она идет в вашу жизнь. Так, и еще за кого-то вы перестанете беспокоиться. Там у человека все очень классно сложится. Человек этот не рядом с вами, либо постоянно отсутствует. Да? А вы за этого человека очень сильно переживаете, сердце не на месте, страхи. Такое, знаете, и помочь ничем толком не можете, либо человек не принимает вашу помощь. Но, тем не менее, да, мне вообще идет, что человек далеко от вас находится, за кого вы переживаете. Вот, здесь уже перемена началась. У человека уже все улучшается. Улучшается, причем, ну, конечно, сейчас медленно все это продвигается, но дальше больше. Человек очень хорошо устроится в жизни. Я бы даже сказала, шикарно. Вот так вот. Так, ну и в самом венце у нас очень классный знак того, что у вас открываются глаза и уши начинают пульсировать. А это говорит о том, что от вас никакая мелочь не скроется и не убежит. Вы, ну, чуть ли не рентгеновским этим зрением будете обладать и слухом способным уловить, я не знаю, там писк мыши за 10 километров от вас. У кого-то действительно проблема со зрением и со слухом решится. Может быть, сейчас вы себя плохо чувствуете, либо какие-то проблемы есть. А у других отыграется, что это ваша способность, да, ваша скрытая способность, которая начинает проявляться. И ясно видеть, ясно слышать. Очень, на самом деле, замечательные знаки. Так, мои хорошие, спасибо всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.